Всем известный классик, поэт и писатель Александр Сергеевич Пушкин, говоря о прелестях белых ночей в Петербурге, когда-то писал: «Пишу, читаю без лампады и ясно спящие громады». К счастью, современный человек давно обходится без лампады, ведь на смену фонарям и лампадам давно пришло электричество, представить жизнь без которого почти невозможно. 23-й год, такой насыщенный год был у нас. Объемную работу провели сотрудники Гальского филиала. Были в городе установлены приборы учета, которые очень важны для нашей системы, для уменьшения расхода электроэнергии, для улучшения качества подачи электроэнергии. И в этой части была очень объемная работа проведена. Вот сейчас планируем в селе Гагида построить, что реконструировать линию электропередач, которая в 50-60-х годов в ужасном состоянии. Вы представляете, чтобы поменять километр линии 10-киловольтной, это огромные средства. Там опоры, провода, изоляторы, траверса, которые сейчас вот буквально день за день ждем с управления, что они все доставят нам, мы, соответственно, его будем делать. Вот первое, что намечается, это в селе Гагида мы хотим реконструировать линию 10 киловольт. И вот так замены кабелей 10-киловольтных, линий, там, замены изоляторов, ремонт трансформаторов, как обычно, вот текущие ремонты, потом сейчас неплановые, аварийные тоже есть. Огромное спасибо правительству и руководству Черноморского, которые выделили нам это оборудование. Электрики работают зачастую вне зависимости от времени суток и погодных условий, чтобы в случае аварийных ситуаций восстановить электроснабжение. Гальским филиалом группы Черноморэнерго в 2023 году были проведены колоссальные работы. Начнем с того, что мы расчистили линии электропередач от зарослей, что уменьшает количество аварий на линиях электропередач, а также провели осмотры ТП, КТП, проводили реконструкцию линий, установку дополнительных трансформаторов, что увеличивает качество потребляемой электроэнергии конечному потребителю, замена проводов, кабелей, установка приборов учета в черте города и не только, в селе Шишикуара тоже заменили. Выездная бригада работает оперативно устраняем аварии. В течение нескольких часов при мере возможности подается напряжение потребителю. Без подачи электрической энергии потребитель не остается на долгое время. Также запланированы установки дополнительных трансформаторных подстанций, что увеличит надежность качества подаваемой электрической энергии. Подводя итоги 2023 года, общий год выдался неплохим. Аварий у нас в районе было мало по сравнению с другими районами. Стихия также обошла нас стороной, небольшой урон принес, но все же по сравнению с другими районами наш район оставался более лучшим. Что вся молодежь, которую сейчас мы оформляем их на работу, они все с высшим образованием, заканчивают то в России, заканчивают то в АГУ, в Сухуми, и очень, очень активные. Вот. И в сбыт тоже у нас ходит. Раньше была централизация, они у нас не находились. Вот. А сейчас опять сюда их вернули. Сбор денег, сейчас, правда, повышенный, это уже тариф повышенный, но все равно люди стараются оплачивать. У нас 6 выездных бригад, все молодые. Мастера подготовленные, электромонтеры тоже подготовленные. Они каждый год сдают экзамены, переподготовку делают, все. И такая наша организация. Согласно решению правительства, тариф на электроэнергию с 1 января 2024 года для юридических лиц за 1 киловатт-час 2 рубля 60 копеек, для физических лиц 1 рубль 80 копеек за 1 киловатт-час за трехфазное питание и 1 рубль 40 копеек за однофазное питание. Повышение тарифов за потребленную электроэнергию обсуждали еще в прошлом году. По мнению специалистов, это поможет решить, если не все, то многие проблемы. Поднятие тарифов – это шаг, который необходим, но тем не менее сложный для населения, и понятно, почему это так. Но
Я, честно говоря, не смогу комментировать этот, как есть постановление Кабмина, там все прописано. И мы тоже сейчас только вот после Нового года сейчас ознакомливаемся, готовимся к этим разъяснительным работам с населением, вот этими вопросами занимаемся. Платить галцы будут так же, как и все жители Абхазии, у которых установлены приборы учета в зависимости от объема потребления. О необходимости привязать плату за электроэнергию к объемам ее потребления власти и энергетики говорят давно. Но приборы учета установлены пока только в городе и постепенно устанавливают в близлежащих селах. Энергетики не теряют надежды, что в ближайшее время эта практика, скорее всего, станет повсеместной. В селах тоже как бы, знаешь, там же нету прибора учета, все мы это подчеркивали, из-за того, что линии электропередачи, ну, в селах же население далеко друг от друга живут, и как бы, чтобы там сделать, оснастить приборами учета, ну, колоссальная сумма нужна, колоссальная, потому что кабеля придется менять, столбы деревянными придется менять, и сейчас не могу сказать, как заложено, когда заложено, но обещание есть, что мы будем по чуть-чуть и села. Сейчас вот Шашиквара село у нас сделано полностью. Приборы учета и кабельная система. Это компактное село, мы это сделали, как его с помощью руководства нашего Черноморэнерго. Сейчас вроде обещают на село Чубурхинджи, она тоже как бы более-менее компактная, и вот так по чуть-чуть и селами заниматься. Запрещенный сегодня майнинг тоже оказывает большую нагрузку на ветхую систему распределительных сетей. Но, по словам Нияза Чгиринае, майнинговых ферм в районе нет. Возможно, у кого-то в частном секторе и есть майнеры, но их нагрузки на общую систему потребления несущественные. С полной ответственностью могу сказать, что в Гальском районе криптоферм таковых нету. Но сейчас в частном секторе сейчас никто не может отрицать, может там единицы у людей есть. Мы с ними по ходу и работали по этой теме, собирали глав сел, обозначали, что этот вопрос очень острый, и всем донесите до жителей, что и одна штучка, это тоже как бы вредит сегодняшней ситуации. И ну, у нас, сами знаете, так люди понятливые, но не могу с уверенностью сказать, что сейчас ни одной штуки нету в районе. Это в частном секторе может и есть, но ферм точно нету нигде. Собираемость платежей из-за повышения стоимости, возможно, станет падать, но подобное решение, как объясняют энергетики, обусловлено в первую очередь отсутствием финансов на текущий ремонт оборудования и электросетей. Анжела Убилава, Тая Басария, Борис Цацу, Батубиблаем, Гал Медиа.